У каждого родника своя вода. Как литература, так и театр, музыка татарского народа обретают свое неповторимое лицо. Впервые прозвучали произведения Музафарова, Хабибуллина, Джавдата Файзи, Ключерева, Фарида Яруллина. Кинохроника запечатлела за работой Карима Тинчурина. Тинчурин был не только талантливым драматургом, но и режиссером, играл в своих спектаклях. Сохранился фрагмент самого популярного спектакля Карима Тинчурина «Зангар-шаль» — «Голубая шаль». В спектакле звучали мелодии Салиха Сайдашева, основоположника профессиональной татарской музыки. Вместе с Каримом Тинчуриным Салих Сайдашев плодотворно работал в эти годы над жанром, особенно близким народу — музыкальной драмой. Со сцены мелодии Сайдашева уходили в жизнь. Многие из них звучат как истинно народные. Салих Сайдашев всегда помогал искать и растить музыкальные таланты. Народная артистка республики Валия Кайбицкая вспоминает. Театральный техникумга bir kunni Салих Сайдашев келіп кірді. Қызлар исенмісіз дейді. Я училась в музыкальном училище. Пришел к нам Салих Сайдашев и спросил, кто из нас поет. Когда подруги сказали обо мне, я смутилась и не сразу решилась спеть перед композитором. Но Сайдашев просто очень подошел к пианино и начал играть. И сказал: «А вы попробуйте». Тогда я спела немного. Сайдашев остался доволен и пригласил меня участвовать в спектакле. На следующий день я стояла за сценой и волновалась. Как же спою? Заиграл Салих Сайдашев. Я начала петь песню «Зиляйлюк» на стихи Тукая. Эта песня была моим дебютом. В республике открываются одна за другой музыкальные школы и училища. Оперой Жиганова «Кошкин» открывается в Казани Государственный театр оперы и балета.